I'm very happy that we qualified for the finals. It's a huge achievement for us. I don't know how to say. We had a good game plan, I believe. I was trying to sell my game plan yesterday to players. And I can only thank them very much, and they bought it and they excellently executed the game. За то, что мы пробились в финал Евролиги, для нас это огромное достижение для всей нашей команды. Вчера я готовил план на игру, и мои игроки выполнили его с успехом. Я очень счастлива за нашу команду. And to be such a great team like Ekaterinburg in their home court, I don't know, I can't find words to define it. Я не могу найти слов, чтобы описать свое состояние после такой победы над УКМК на их домашней площадке. Today I prepared a different press conference speech at hotel. В отеле я готовила совсем другую речь для пресс-конференции. So I'm now speechless. Сейчас у меня просто нет слов. I can honestly, I'm joking, but I can only thank my players for the so far great season. I mean, dream season so far. All the difficulties that we had. We lost a very important player during the game. We still keep fighting. I can only say congratulations to my players, and we also congratulate our opponent. They've been through a great season, and we'll see what happens. Ну, я еще раз хочу поблагодарить свою команду, своих игроков, несмотря на все сложности, которые у нас были в течение сезона, и даже сегодня во время игры мы потеряли одного из ключевых игроков, тем не менее они боролись на площадке и показали великолепную игру, и я хочу их с этим поздравить. И также мои слова, поздравления с прекрасной игрой в команде УКМК. Congratulations, all your players did a good job. When you look at the numbers, 5 offensive rebounds for the smallest player on the court. That kind of is what the heart was about today. I actually didn't check the stats yet, but you're talking about Alban. Yes, 5 offensive. Alban may be short, but there's a huge heart. I'm very proud to coach her. I'm very proud to coach all my players. So, like I said, has a huge heart, is like very important. She's been very important part of this team, and today she was our floor leader. So, great effort. Without those kind of effort, it's not easy to win against Ekaterinburg at their own court. Вопрос заключался в том, что Альбен, одна из самых маленьких игроков команды Галатасарай, сегодня взяла больше всех подборов в защите, 5 подборов на защите противника. Просто попросили оценить ее вклад, и тренер сказал, что действительно это очень важный игрок, пусть да, небольшого роста, но она сегодня была лидером команды на площадке, провела прекрасную игру и сделала все, что от нее зависело. И я очень горд, что я тренирую своих игроков, очень горд быть тренером такой команды. Coach, what sorts of chest injury and what about your chances to play in final? Right now, we don't know about chances, but I didn't see the situation. They told me she twisted ankle. I asked her what happened. I asked her if she stepped on somebody's foot. She doesn't remember the situation. So this is the only information I got right now. We don't know. Probably in hotel or tomorrow we will see what will happen. Вопрос заключался в ситуации относительно Санчи Литлс по поводу ее травмы. Тренер сказал, что в данный момент пока неизвестно, будет ли она принимать участие в финальной игре. Она не помнит, как произошла травма. Ему сказали, что она подвернула голеностоп, но он сам тоже эту ситуацию не помнит, не видел, и поэтому будут смотреть уже в отеле, насколько у нее серьезная травма. За 8 с небольшим минут Санчи Литл набрала 5 из 7 она набрала, да? 2 очков. И одна. 5 из 7, да, 2 очков, 71%. После того, как она не смогла, вы поняли, что она не сможет продолжить игру, сделали какие-то перестановки? Это первый вопрос. И второй вопрос, когда вы поверили, что все-таки уже можно
выиграть этот матч. Все равно наверняка перед игрой сидели мысли, что мы не фаворит в этой встрече, и когда уже такие резкие в первой и второй четверти, вы уже как-то корректировали игру после того, как уже повели с таким гандикапом большим. So there are two questions. First question, even Sancha Little only played 8.5 minutes. She scored 12 points. What was the changes when she got injured? What changes did you make in the team? Actually, I didn't make no changes. I just changed players. We stick the same game plan. We were finding the same shots, but we go to different options in the same place, just different options. I honestly made no changes offensively and defensively. Absolutely didn't change that. Никаких изменений в ход игры не были внесены, только мы просто поменяли игроков, и те же самые комбинации, которые мы заигрывали раньше, просто играли сейчас на других игроков. Весь план игры был оставлен прежним. And the second question was, when did you believe that you can win? Because obviously everyone treated UMMC as the favorite of the game today, but then in the first and second quarter you made such a huge gap in the score. So first of all, I grew up in Galatasaray. I'm 35 years in Galatasaray. I went to first date when I was 10 years old to Galatasaray Basketball School. I played all junior teams, I played senior team, I coached all levels teams in Galatasaray, all levels, men, women. This is our culture. We believe we can win, we're gonna win every game. We try to fight to win every game, this is what they teach us. But sometimes we don't win. But we fight to win every game, every moment. So when I came here, I didn't watch Ekaterinburg at all this season, I just watched them here. So we try to formulate game plan. I think we could have a chance. It's a great team, great players, great team. They play great. So we want to take away some of their game. And I was believing, I don't know, maybe this is the best question to ask players. So I really didn't even think. It was chances was we could lose big chances before the game. But we believe even we have a small chance, we were running after it till the end, and we managed to win it, and I'm really, really happy. I can't explain how happy I am. Ответ тренера относительно веры в победу был таков. Я 35 лет уже сейчас нахожусь в системе клуба Галатасарай. Я учился в этой школе баскетбольной, я играл за различные команды Галатасарая, я тренировал команды разного уровня Галатасарая, как мужчин, так и женщин. И это просто в нашей культуре, в нашем мышлении всегда выходить на площадку и пытаться победить, верить в победу. Екатеринбург играл великолепно, у них великолепные игроки, но тем не менее мы всегда верили, да, может быть у нас были шансы проиграть, но тем не менее мы вышли на площадку и мы победили, мы верили где-то в глубине души в свою победу. До сегодняшней игры, до приезда на финал 8 я не смотрела игры Екатеринбурга совсем, и только вот здесь на протяжении первых 3 дней я посмотрела их игру и составил план на нашу игру против них. И я очень счастлив, что мы победили, просто даже не могу объяснить, как. That we had to have a plan and that we had to execute it nearly perfectly, just because they are a great team, they take advantage of other teams' weaknesses. And our coaching staff prepared us extremely well. We had a plan that we knew, everyone knew exactly what it was, and we believed in it fully, and we wanted to execute it to the best of our abilities. And I personally think we did a very good job, and everyone believed from the get-go that this game was winnable. And I think we showed that our individual talents as well as our talents as a team. We're very happy to be going to the finals, and we want to get one more win and take home the championship. Конечно, мы очень рады, что мы победили. У нас был тренерским составом подготовлен очень хороший план. Каждый из игроков знал свою роль на площадке, и мы знали, что которые действительно отслеживают
слабости соперников и используют это в свое преимущество. Но у нас каждый человек, каждый игрок знал то, что он должен сделать на площадке, продемонстрировал свой индивидуальный талант и также командную игру. Мы очень рады, что мы победили в полуфинале, будем бороться в финале и готовы забрать трофей себе домой на родину. В Москве, в Петербурге. И вы, и ваш тренер, говорили много про план, который был заготовлен, а в чем именно он заключался? Both you and the coach were talking about the plan that you had for the game. What exactly was the plan? Well, our plan, first and foremost, was to be the aggressor, to take away some of their weapons, some of the things they're comfortable doing. Certain players have moves that they're more comfortable doing, and so we had, first of all, when we were guarding players one-on-one, to do that. Secondly, they're a very strong team in the post. We planned to help in the post as much as possible and then sprint out to the shooters. But that being said, I think everyone did do a fine job individually on defense. And then secondly, we had a zone defense that we were running, and I think we matched up really well in the zone, and it drew them off since we did it from the first minute. It kind of gave us some momentum on offense as well. We had some fast breaks. And that being said, against a team that shoots as well as Ekaterinburg, it could be a risk doing a zone, but we executed it very well and we believed in it, and we profited from that. Относительно плана, первое, это то, что нам была задача, которая была поставлена, это быть действительно очень агрессивными, сильными игроками физически. Это касается защиты 1 на 1 против основных игроков УГМК. Также мы знали, что они очень сильные и в трехсекундной зоне, поэтому наши высокие помогали, чтобы довести мяч до нападающих, до наших. И третье, это была зонная защита, в которую мы действительно верили. Да, это может быть рискованный шаг с нашей стороны, потому что УГМК также может забивать из-за дуги, но тем не менее мы воспользовались и верили до конца, что эта зонная защита будет работать. И это, кстати, нам дало преимущество в нападении, потому что у нас было очень много быстрых прорывов. Давайте начнем с комментария Даяны и потом перейдем к комментарию тренера. Well, first off, we're really disappointed with the result of the game, but on the flip side of that, we have to give Gallo the credit. They came out, they were the aggressor from the jump. They were focused, they were clear-cut what they wanted to do, and they pretty much did it for most of the game. And as far as the first half, going into the locker room down 20, we still had a sense of, we can pull it back to single digits, which we did, and we just didn't make enough plays to win the game, and they did, and they deserve to be in the finals, and we don't. That's just pretty much what it comes down to. Действительно, мы очень расстроены своим проигрышем, результатом игры. Нужно отдать должное Галатасараю, они продемонстрировали великолепную игру, вышли сфокусированные, сосредоточенными на игре и оставались в игре до последней секунды. Что касается первой половины, после того, как мы ушли в раздевалку на большой перерыв и проигрывая 20 очков, мы действительно верили и поставили себе задачу наверстать эту наши упущенные очки, довести разницу к однозначному значению, но не смогли это сделать. Галатасарай сыграл великолепно, я думаю, что они заслужили эту победу сегодня. Any questions? Вопросы есть? I don't know. Do you have a running contract with Ekaterinburg? Do I have a what? Do you have a contract for the next season with Ekaterinburg? Yeah, I'll be back. And what about, I don't know, it's better to think about, but what about your plans for revenge for the next year? Well, obviously we spoke about it in the locker room. This is going to be a defining moment for this club. Last year we pretty much won everything, so we came back with the same goals in mind, and we got Russian Cup. EuroLeague obviously now is out of our hands. So, like Coach said, we have to wrap it up tomorrow. Playing with a lot of pride, getting some of that back, and then going to the Russian League, which Orenburg, Kursk, or wherever it may be, it's not going to be any easier. So, now our focus is for those 2-3 weeks.
Вопрос касался действующего контракта у Даяна, есть ли он и какие планы будут на следующий год. Но она ответила, что да, у меня есть контракт, и мы после всех побед, возможных побед в прошлом году, вернулись в команду в этом сезоне, настраиваясь на абсолютно все победы. Нам удалось завоевать Кубок России. Очевидно, что Евролига сейчас уже выскользнула у нас из рук, но тем не менее тренер нам сказал, что нам нужно сейчас все забыть, выдернуть этот лист из своей жизни и завтра в воскресенье с гордостью отыграть матч за 3-е место и с новыми силами вернуться в российскую суперлигу, потому что там тоже ждут нас великолепные команды, сильные команды, как Оренбург и Курск. Еще вопросы? У меня questions. Спасибо. Well, first of all, I want to congratulate Galatasaray on a fantastic game and a deserved win. We were certainly not good enough today. В первую очередь хочу поздравить команду Галатасарая с заслуженной победой. Мы сегодня были не готовы. Yeah, I think two things happened in the first half. Galas had a very high percentage, at least it felt that way, almost made every shot that they threw up, and our defense wasn't quite where it needed to be. I would say we were a couple of percentage short, and Gala with a lot of intent, a lot of will, came out, the team had nothing to lose, and really put us far behind in the first half, and I felt that the hole we dug ourselves in the first half was just too big to climb out of. Ну, что касается первой половины, произошли две следующие вещи. Во-первых, Галатасарай забивал все мячи с невероятным процентом попаданий. Практически каждый бросок, который они делали, они доводили до результата. Мы к этому были не готовы, наши броски не шли. Также наша защита не была на должном уровне, как мы рассчитывали это сделать. И Гала одновременно обладала невероятным желанием и невероятным напором. И за счет этого они действительно нас отодвинули по счету очень далеко. И выходя на вторую половину игры, действительно мы понимали, что разрыв уже очень большой. Well, it can happen at times that team shoots a very high percentage and one team doesn't. Our defense should have kept us in the game closer with a lower deficit, and that would have given us a chance. But that was not the case. I thought we played hard, we played okay, played well second half, but it wasn't just enough. Ну, бывает такое, что одна команда забивает с высоким процентом, вторая нет, и наша защита должна была действительно сработать так, чтобы вот эта вот разница в очках не была настолько большой, но она не сработала, и действительно мы остались позади, но тем не менее я хочу ответить, что мы играли сильно, играли слаженно. Мы знаем, в чем заключался план на игру Галатасарая. В чем был ваш план сегодня? We already learned about the Gala's plan for tonight's game. What was your plan for the game? Like that. Defensively, offensively, defense, offense. What would be the key elements that would help to? Well, for us, the key is always to get stops so we can get out on the open floor in our running game. And I thought they switched up man and zone. Zone on makes, man on misses, and they made a lot of shots, so we played against a lot of zone, which slows us down in transition. So obviously, that hurt us. And I didn't think our pick and roll defense was particularly good. Other Torrens and other Torrens and Zelos got too many open looks, and we had too many breakdowns. Ну, наша стратегия на игру всегда это остановить соперника и добиться открытого пространства, открытой площадки для бросков. Сегодня Галатасарай переходил отлично к зонной защите, что в свою очередь зона нас очень останавливала ритм нашей игры. И также
защита пик-н-роллов не дала свой результат, на который мы надеялись, и Торренс, например, и Занс получили очень много, забили очень много простых открытых мячей. Когда рос разница в счете росла в пользу Галатасарая, показалось, что никто из игроков вашей команды не стремился брать на себя бремя лидерства. Почему такое произошло? It seemed that when the gap was growing, none of the players decided to be the leader of the team and pull the team back. Why did it happen? I would say it happens that the momentum goes clearly in favor of one team. Sometimes it happens. They're human beings. They're not machines. Diana Taurasi has been our leader all year. She had to play a lot of minutes, especially in the first half, and her shots weren't falling, and there was no other who could take over. Also, we played against a lot of zone, and zone is a collective defense where you can't determine who's the decision maker. The ball has to move, and whoever has the ball has to make a decision, and today you were right, nobody stepped up. But I would say it's one of those days. I mean, if you look at the stats line, I had at least 2 or 3 of my main rotation players who didn't show up at their best day. And if you have 2 or 3 scratches, you're just not going to play and win against a team that plays on top level. Ну, иногда такое случается, и нужно учитывать, что игроки это тоже не машины, это люди, которые иногда понимают, не могут взять на себя ответственность, но также, например, Диана Таурasi была лидером весь сезон, она провела очень много времени на площадке, особенно в первой половине, но у нее ее броски просто не доходили до цели. И зонная защита Галатасарая тоже сыграла свою роль, потому что против зонной защиты мяч должен двигаться по площадке, и там невозможно предсказать, кто возьмет на себя роль лидера, чтобы забить этот мяч, у кого он окажется в руках в нужный момент. Я не знаю, почему сегодня никто из игроков не смог взять на себя эту роль. Но даже по статистике видно, что одни из ключевых игроков ротации, которые выходят со скамейки на замену, тоже не показали себя с лучшей стороны. Well, the local coach is very with a lot of up and down. And now it's your first time here after losing. What about your feelings, your emotions now? Well, I'm obviously very disappointed because I did think we're the best team. But in a situation like Final 4, Final 8, or this sitting Final 4, where it comes down to one game and not a playoff series, you can always lose. I mean, any team can be beaten, as we see today. So I'm disappointed in a way, because I think we can play better, we can be better. I do think that this year we had some inconsistencies, and they kind of unfortunately came out at the wrong time again. They had to do with a lot of things, schedule is one of them. But at the same time, we are here in a multi-year campaign. I have another year contract. Most of our players are re-signed, so for us this is not just about this year. We won it last year. Obviously we just lost, and I think it will give us the fuel to come back and win next year. Вопрос заключался, что испытывает, какие эмоции, какие переживания сейчас у Олафа. Он сказал, что определенно он, конечно, расстроен этим проигрышем, считает, что команда УГМК одна из лучших команд. И в той схеме финала 8 или финала 4, как это будет в следующем году, любая из команд может проиграть. Я уверен, что мы можем играть намного лучше. И в этом году у нас в этом сезоне наблюдалась какая-то нестабильность в команде. К сожалению, вот эти нестабильные моменты проявлялись в самый неподходящий момент. Но тем не менее у нас здесь, мы говорим, речь идет о многогодовых контрактах. У меня продлен контракт на следующий сезон, и многие игроки тоже переподписаны. Мы выиграли в прошлом году, проиграли в этом, но у нас есть возможность реабилитироваться на следующий год, и у нас есть действительно должно нам дать запас энергии и мощи, чтобы это сделать. Just
связи с этим еще один вопрос. В этом сезоне можно по пальцам одной руки, как я считаю, где у УМК действительно были горячие концовки, где они догоняли, их догоняли. И в этом сезоне у УМК только один раз им переломить ход встречи. Это было в гостевом матче Евролиги против Кушиц. Они отыграли 15-очковый отставание. Остальные встречи они проиграли, только в овертайме. Но этих встреч было настолько мало, что у команды, может быть, нет такого бойцовского духа, чтобы они могли догонять. Обычно они в концовке третьей четверти, а то и после первой половины обеспечивали себе результат и доигрывали матч, да? А в данном случае команда столкнулась с тем, что надо отыгрывать такое гигантское преимущество. Может быть, не хватило опыта именно по сезону, закалки какой-то. So looking at the season that like behind us right now, you can count there are only 3 games where UMC had to catch up on the results and then beat the teams. Like it happened in Košice when we were down by 15 points and we won. But on the other hand, if you take the game against Polish when you lost in the overtime, most of the time UMC set this huge advantage for themselves in the beginning of the game and they finish it strong. So do you think it's a lack of experience of the game, like when you have to catch up and like close the gap and win? Is it the lack of team spirit or fighting spirit in it? No, I don't think so. I would say that the reasons are different. We weren't tested enough throughout the season in certain situations, but it's not about fighting back. That's not the case. We had a very irregular schedule this year. We had the group with one less team. Half the time we play EuroLeague game, and next week we don't. At the same time, we know we have the Final 8 here. It doesn't matter how we play. We anyway qualified. So I thought we had a lot of inconsistencies that way. And in the month of March, we have not played one important game. So there are things there, but I don't think the fighting spirit. I don't think that. It's just sometimes that we were caught by the momentum that was against us, and our defense was just not ready, and then you lose games. And if it's a knockout competition like this game, that can happen. This is why in playoffs we'll always deliver the best team. In these situations, it's a daily performance, and our performance today, it's just not good enough. And we shouldn't have been in that big of a hole in the first half, because our defense should have kept us closer. Maybe not in the lead, but within 10-point range, and then we would have won a 10. Я бы не сказал, что это отсутствие бойцовского духа какого-то. Я думаю, что на протяжении сезона у нас все было немножко не так, как обычно, и не было вот этой должных испытаний, например. Но в нашей группе было на одну команду меньше в Евролиге. Также мы знали заранее, что мы проходим финал 8, потому что принимаем его здесь. За март месяц у нас не было ни одной такой важной игры, которая бы что-то решала. И мы вот просто оказались пойманы, загнаны в этот момент сегодня. Сегодня игры такие, как сегодня, это игра одного дня, это игра шоу, и мы сегодня не смогли показать лучше. Но в течение серии плей-офф действительно выделяются лучшие команды и проходит лучшая команда. Я думаю, что наша защита сегодня должна была все-таки нам обеспечить меньший разрыв. Может быть, не лидирующую позицию, но хотя бы не такой большой разрыв, какой был в первой половине. Any other questions? Еще вопросы есть у кого-то? Спросите, а почему тогда вторую половину зону защиты не поставили, как это сделали в третьей части? Why did you play zone defense in the first half, as you used to do that in the second? Like, In the first half? Yeah, in the first half. Why didn't I? That's a good question. Well, zone for us is lineup dependent. Plus, I had tremendous trust in our defense. I thought that we
would pick it up. Secondly, we get a lot of threes, and zone is not necessarily known for defending the three ball very well. And I thought we want to get back in it. We have to kind of be a little more aggressive and then play out. This is where, as a coach, sometimes you just make the wrong decisions, and afterwards you always, you know better. Looking back, I may have tried zone too, but this is the way it goes in sports. Afterwards you always smarter. Это был хороший вопрос. Может быть, я немножко перенадеялся на ту систему защиты, которая у нас есть. Надеялся, что все-таки мы начнем защищаться лучше и сократим этот разрыв, не дадим ему увеличиваться. И зонная защита не всегда славится тем, что она ограничивает игроков периметра, но тем не менее иногда тренеры принимают неверные решения в таких ситуациях. А еще по поводу решения замены Артюшиной, который вышел как раз при зонной защите, очень великолепно стали защищаться, сократили разрыв, он снимает Артюшину. Why you said Olga Teshina should play zone defense and you finally started closing the gap and then you said Really? She needed a break. She was tired. Мне нужен был отдых, она устала. And she never came back to the court. That was my decision. Это было мое решение. Full stop. Any other questions?